В государственной резиденции Ала-Арча сегодня прошло заседание парламента. Планировалось начать в 10 утра, но заседание началось только ближе к полудню. В повестке дня первым вопросом было о создании межведомственной комиссии по определению причиненного материально-технического ущерба в административном здании Джогорку Кеңеша в связи с произошедшими событиями 5-6 октября, председателем которого был назначен Мирлан Бакиров. Вначале хотелось бы ознакомить вас с членами комиссии: Бакиров Мирлан, Сабурбеков Алмаз, Маматазимов Марат и по согласию по одному представителю из аппарата правительства, Генеральной прокуратуры, ГКНБ, Минюста, Минэкономики, Минфина, Минкультуры, МЧС и из других ведомств. Данная комиссия должна в течение 2 недель дать итоговое заключение по определению причиненного ущерба, списанию поврежденного и утерянного имущества. Вторым вопросом в повестке дня была эпидемиологическая ситуация в стране, в котором выступили вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, эпидситуация ухудшается, и что в Таласе, Оше, Баткене и Джалалабаде открываются дневные стационары. На 4 ноября по стране было подготовлено 5468 мест для лечения больных коронавирусом. Из них 3437 мест заняты. В Бишкеке занято 81% койко-мест. В Таласской области 68%. В Чуйской области 65%. В Джалалабадской области 64%. В Исыкульской 63%. О чем говорят эти цифры? Эпидемиологическая ситуация ухудшается. По второму вопросу было много предложений и критик со стороны депутатов. Высказывались даже мнения о том, что правительство дает неправильную информацию. В целом на обсуждение ушло почти 2 часа. Создавалось даже такое впечатление, что нардепы вовсе не слушали докладчиков. Третьим по счету в повестке дня был вопрос о работе правительства по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года. 29 октября 13:08 на энергооборудовании ТЭЦ Бишкека произошло техническое нарушение. В тот же день все отключившееся оборудование было введено в работу и работает в штатном режиме. По данному вопросу на ТЭЦ провели заседание на месте. В состав комиссии, куда вошли представители Госэкотехинспекции, ГКПН, ГКНБ, электрики, дан недельный срок на выяснение причины технологических нарушений на оборудовании. Сейчас комиссия ведет расследование. Стоит отметить, в самом начале заседания новоизбранный спикер объявил, что кворум есть, так как на тот момент присутствовали 61 народных избранников. Постепенно их число начало сокращаться, и на момент рассмотрения третьего вопроса больше половины народных избранников покинули заседание. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.